В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Попытки создать нефтеперерабатывающий завод в Якутии предпринимались несколько раз. Власти республики на этой неделе вновь заявили, что планируют начать производство топлива. Сколько необходимо средств, есть ли шансы повлиять на снижение цен на бензин и почему до сих пор завозить топливо дешевле, чем производить на месте? Мы поговорим сегодня с гостем студии, заместителем директора по развитию инновационной деятельности Института физико-технических проблем Севера имени Владимира Ларионова Василием Ефимовым. Василий Моисеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Попытки создать нефтеперерабатывающий завод были несколько раз в Якутии предприняты. И какие можете вспомнить наиболее перспективные в этом плане? Да, это так есть. И вообще это началось вообще конца 70-х годов, когда на Мостарском и Средневилюйском месторождениях начали разделять дизельную и бензиновые фракции. Это уже начало переработки. Но потом была определенная пауза, и вот в 90-х годах начались работы вот на Среднепотопинском месторождении, когда НПУ-100 запускалось. И мы закупали в то время еще по очень интересной финансовой схеме под залог акций Саханнефтегаза. Мы покупали 2 установки американские и поставили в Битиме. А они по разным причинам. Например, основная из причин – это затоваривание мазутом. Мазут застывает, его некуда везти, и в результате установки останавливаются. И это в основном было на НПУ-100, на Тасюряском месторождении, Среднепотопинском. А что в Витиме у нас была очень невозможно подготовки нефти для переработки, потому что в наших установках в то время было 300, вернее там в нефти в то время было 300 миллиграмм соли на литр. И в результате коррозия выводила из строя некоторые элементы, в основном теплообменники этих нефтеперерабатывающих установок. Мы много пытались наладить, но вопрос так и тогда не был решен, поэтому эти установки, они заморожены. Я очень доволен и рад тем, что наконец наша республика принимает такое решение. Да, надо делать мини-установки на местах, где близко к потребителю. Это совершенно правильный подход, мы считаем. А крупные, многотоннажные, типа там 2-миллионник в Алдане и так далее, он был практически обречен, что зачем его делать 2 миллиона тонн, тогда, когда есть хабаровские, есть незагруженные мощности, ангарские есть, естественно, такие капиталовложения делать это было не очень разумным, я считаю. И на трубе Восточный Сибирь, Тихий океан никто бы не дал нам возможности откачать 2 миллиона тонн сырой нефти, вместо того, чтобы отправить в экспорт. Вы сейчас назвали причины, по которым ранее не удалось создать нефтеперерабатывающий завод, а сейчас эксперты считают, что производство топлива в Якутии нерентабельно. Какие производства сейчас есть и на чем, на ваш взгляд, нужно сделать акцент? Вы знаете, глубокая переработка нефти, это действительно она нерентабельна для малых установок. А первичная отгонка дизельной фракции, она и с использованием утилизации мазута, она совершенно оправданная технология, она везде работает и она высокорентабельная, потому что затраты идут только на выделение дизельного топлива, а горячий мазут во многих регионах сегодня в России прямиком идет на отопление котельных, и горячий мазут гораздо лучше горит, чем сырая нефть, все это признают, а дистопливо уже как готовый продукт, он может идти куда угодно, хоть на заправочные станции, хоть на дизельные электростанции, которые у нас потребляют около 100 тысяч тонн. А насколько это вообще сложное производство? Ну, это, будем говорить, не очень сложно. Например, я сам специально поехал и посмотрел, как работает на Новобурейске. Эта установка работает, о котором мы хотели бы тоже подобные запустить у нас в Якутии. И это просто
достаточно простая установка, запускается за 2 часа и производит и дизтопливо, и топочный мазут. Вот это для нас самые актуальные продукты для наших северных районов. Вот, кроме того, я считаю, что необходимо очень серьезно заниматься переработкой газа. Если этот Фишер-Тропша технология, это синтез газ. Конечно, она очень перспективная, она в будущем заработает очень сильно. А сегодня есть другие технологии. Вот сжиженный природный газ, компримированный природный газ. Они идут на моторное топливо. И сегодня «Газпром» взялся за это дело, большой «Газпром». И мы считаем, что семимильными шагами пойдет эти технологии. Они нам в Якутии очень нужны, и они оправданы. Потому что при наших территориях сделать в одном месте крупнотоннажное производство, потом развозить по всей республике, это очень неразумно. Лучше производить там, где есть вот конец трубы есть у нас, развозим мы нефть по всей Арктике. И там перерабатывать, разделять на 2 фракции, дизельную и мазут, и использовать оба продукта, имеют свой сбыт. Поэтому я считаю, что этими вещами заниматься надо, а вот в перспективе, конечно, технология GTL, это Gas to Liquid, это очень перспективная технология, хочу сказать. В правительстве говорят о нескольких проектах. Вы знаете, о каких именно идет речь? Ну, сегодня я специально не изучал, хотя речь идет о том, что вот эта последняя новейшая технология, но она еще должна дорабатываться. И вот я читал интервью Максимова Афанасия Николаевича, ему поручено этим заниматься, и речь шла о 3 установках там, по Белийскому тракту, за рекой. Ну, этот вопрос должен своим чередом решаться, но я бы рекомендовал для наших руководителей о том, что яйца в одну корзину нельзя класть. Надо и существующими, уже отработанными технологиями тоже заниматься надо. Кроме того, есть такой серьезный резерв у нас, да, вот, например, Сургутнефтегаз уже имеет свою нефтепереработку. 50 тысяч тонн нефти он перерабатывает на Талаканском месторождении и обеспечивает полностью дизельным топливом все свои нужды. Есть возможность договориться, чтобы было интересно Сургутнефтегазу, чтобы он увеличил это производство, а добавленно произведенную продукцию продавал на нашем рынке. То же самое Тасферахнефтегаз-добыча на Среднебатобинском. Также «Газпром» надо переговорить, когда добываться будет 1,5 миллиона тонн газового конденсата, часть из них тоже надо перерабатывать здесь. Вот поэтому такие резервы у нас есть, и я думаю, сегодняшнее руководство, действительно, которое взяло вот это направление как один из приоритетных, это совершенно правильно поступает. Честно говорю, до этого к этой теме относились очень как-то, ну, это был энтузиазм некоторых отдельных людей, это была не государственная политика в республике. А именно ваш институт задействован вот в разработке проектов? У нас работают практически все наиболее связанные с нефтепереработкой специалисты, уже, ну, они уже в возрасте, да, как и я, да, ну, старше даже меня. Поэтому поэтому мы задействованы в этом процессе, и мы готовим концепцию и предложим нашему руководству, правительству, примут ли они эту концепцию или нет. Мне кажется, что у нас очень много разумного. А проблем с сырьем не будет, и какие месторождения наиболее перспективные вот в этом плане? Ну, сырье у нас, газа у нас действительно, ну, много будем говорить, газа. И на каждом газопроводе, конце газопровода мы имеем возможность устанавливать, а потом установки по сжижению и компримированного газа, и развозить по
заправочным станциям. Так? Это первое. Кроме того, у нас есть, вообще нам достаточно повезло, у нас есть пункт отбора накопления нефти на ВСТО, Восточно-Сибирский океан, в Алекминске. Ни у кого такой, ну, условно говоря, дырки в трубе нету, только у нас есть. Там мы можем 250 тысяч тонн нефти за летнее время только отбирать. Поэтому мы, если будем перерабатывать эту нефть, мы где-то около 10-15% потребностей нефтепродуктов мы уже закроем. Поэтому мне представляется, что мы мало обращаем внимание на Алекминскую пункт отбора накопления нефти на ВСТО. Вы сейчас сказали, на какие объемы повлияет, если производство запустят, а на цены, как на ценах это отразится? Ну, цена у нас очень сложно формируется. Как называется, алипатия, да? Это так называемый рынок очень несколько узкого круга игроков, поэтому они и картель могут создать, и они могут негласное соглашение сделать, поэтому очень сложно, но я не думаю, что это будет вечно длиться, да? Мы-то собираемся долго жить, да, и быть на наше население долгосрочные гарантии обеспечения по нормальной цене топлива мы это планируем. Поэтому эта ситуация все равно изменится. И когда я говорю о том, что здесь производить, все равно вот плечо транспортное, мы все равно, уже тут выигрыш произойдет. Но тут надо будет, конечно, и работать и федеральными антимонопольными службами, Госкомцен, с предприятиями, крупными недропользователями и так далее. Это серьезная работа для нашего руководства. Василий Моисеевич, спасибо за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.